Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. В Якутии состоялась 30-я международная олимпиада школьников Туймаада в очно-дистанционном формате. В ней приняли участие более 200 школьников из регионов России и из зарубежных стран. 47 учащихся представили Якутию. Школьники в течение недели проверяли свои знания по 4 дисциплинам – математике, физике, химии и информатике. Эксперты олимпиады, известные в России члены жюри и методических комиссий олимпиад всероссийского и международного уровня. Наш гость в студии Анатолий Власов, кандидат физико-математических наук, доцент, заведующий кафедрой естественно-математического образования Института Пензенского госуниверситета, член методической комиссии жюри по физике. Анатолий Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. А с какого года вы в составе комиссии и жюри Международной олимпиады школьников Туймаада? Вот Туймаада, первый мой приезд, это был в 2018 году. И именно я, поводом для такого приезда именно были мои экспериментальные задачки, которые я предложил вот на эту олимпиаду. И поэтому, как человек, понимающий именно эти задачки, меня и пригласили, чтобы было проще разбираться с ними. А как вы оцениваете уровень школьников по физике на сегодня и каковы их перспективы на будущее? Ну, значит, вот умение школьников и понимание физики на Олимпиаде делится на два таких раздела. Это теория и эксперимент. Вот по теории вполне нормально. Сказать. А вот эксперимент, вообще говоря, хромает, и притом не только на Олимпиаде Туймаада, а вообще говоря, и на Всероссийской олимпиаде по физике. Все эксперты отмечают, что вот чаще всего ребятишки хорошо справляются с теоретическими задачами, а вот экспериментальный тур, он, в общем-то, часто проваливается, безусловно, не всеми учениками. Но вот ребята, которые мало подготовлены, они, безусловно, вот плавают на вот этом экспериментальном туре. И это, вообще говоря, отражение преподавания физики в школе. Потому что экспериментальная физика в школе, она на заднем плане. Легче ребятам объяснить что-то на доске, нежели чем приготовить какой-то эксперимент и то же самое явление показать вживую на, как говорится, реальных приборах. И потом здесь есть еще одна беда. Как ни странно, IT-технологии, которые сейчас широко используются в преподавании физики, они часто заменяют реальный эксперимент. Мы на компьютере покажем то же самое, но реально ребятишки руками мало что делают. Поэтому вот этот провал в экспериментальном разделе и олимпиад наблюдаем. Ну вот вы, оценивая олимпиады школьников, вот уже представляя, что где есть какие-то пробелы, как вы вот как раз-таки выставляете оценки, баллы? Ну, оценки по справедливости, как говорится. Безусловно, как говорится, основная задача членов жюри – это большая благожелательность и внимательность при проверке работ. То есть, притом, иногда получается, очень долго мы проверяем работы именно по причине того, что ребятишки часто пишут так, что нужно приглашать для этого специалиста, который бы разбирал их иероглифы. Вот. Но вот это вот основная. И, безусловно, мы оцениваем по справедливости. И даже иногда на апелляции, когда ребенок приходит с какими-то своими претензиями к нашей оценке, мы стараемся очень внимательно его выслушать и иногда доказать, что его претензии, может быть, не очень справедливы. Ну, а если там по-хорошему он прав, ребенок, иногда ведь бывают промахи, потому что если очень много работ, и, как правило, в спешке там что-то можно пропустить. Поэтому все, баллы возвращают ребенку. Действительно, по справедливости. Конечно, конечно. Да. Но вы же также еще составляете задачки, задачи, да, олимпиадные. Да. И вот. На нашей олимпиаде Туймаады. Да, безусловно. Притом, вот качество олимпиады, качество конкурсов, оно во многом зависит от качества задач, которые представляете. Потому что бывают задачи
интересные, бывают задачи, ну, как бы правильные, но как бы не, ну, как бы, попросту говоря, некрасивые задачи. Вот очень большая проблема, когда я составляю, и вообще все, так сказать, специалисты, которые присылают задачи для составления пакета задач на ту или другую олимпиаду, это вот как бы предложить очень красивую задачу. Такую как бы правильную задачу вполне легко составить, а вот как бы составить красивую задачу, в которой красивая физика и иногда даже красивая математика, вот это вот, так сказать, проблемы, которые мы пытаемся все-таки сделать. А как вам приходит идея вообще создания задач? Это, как говорится, очень многие такой спектр технологий составления задач. Иногда задача возникает, ну, вообще любая олимпиадная задача, она ведь составляется как? Есть простенькая тема, которая реализуется в простой школьной задаче, даже в простом школьном задачнике, а когда вы на эту тему как бы навешиваете еще такой развивающий довесок, который углубляет физику, так, и вот это как раз и есть уровень уже как бы начала олимпиадной задачки. И вот придумать, то есть часто, я повторяю, часто задачка возникает на обычной задаче, которую мы берем из обычного учебника, но ее развиваем до олимпиадного уровня. Бывает иногда, вот у меня был такой случай, что я, значит, на примере задачи другой олимпиады, по-моему, Новосибирской, и там была задачка, в которой была некая методическая ошибка, которая как бы упрощала задачу. Я эту методическую ошибку исправил, и получилась очень красивая задача. Притом правильная и красивая задача. И очень много именно случаев, когда на какой-то другой задаче вы ее развиваете и представляете немножко в другом варианте, и получается хорошая задача. А во времени, когда они возникают, да, в любой момент времени, потому что как бы любой специалист и любой физик, с которым я знаком, они рассказывают очень много случаев, когда задача возникает в самый неожиданный момент своей деятельности. Но это как у всех как бы людей, которые занимаются каким-либо творчеством. Ну вот, кстати, еще знаете, что хотелось мне спросить? А интегрируете вы в свои задачки какие-то современные понятия? Например, если раньше, да, было у Маши есть 2 яблока, у Пети 3. Сколько у них вместе? Сейчас яблоки можно... Нет, безусловно. Задачки, вот как раз вы хороший вопрос, и людей хорошую тему развили. Вот я придумал недавно, по-моему, эта задача была опубликована в «Кванте», я сотрудничаю с «Квантом», журналом. Там есть очень интересный раздел, как раз задачник «Кванта». Я предложил задачку, которая возникла на основе вот нашей современности печальной, это вот военные действия. И я предложил задачу на тему, это вот противобатарейная борьба, так сказать. Когда, так сказать, специальная установка засекает полет снаряда, и по, так сказать, звуковой диаграмме этого звука от этого полетного снаряда можно определить, из какой точки вылетел этот снаряд. Вот я предложил такую задачку, она действительно получилась даже красивая очень задача, но как бы тема немножко как бы такая печальная для нашей современности. Ну, куда деваться. Кстати говоря, в старых учебниках Советского Союза еще вот 20-е, 30-е годы, 40-е, очень много было задач на военную тему. Очень много. Там очень интересно читать эти вот задачники именно тех времен. И вообще к старым учебникам иногда очень хорошо обращаться, очень полезно обращаться. Ну, кстати, мне хотелось спросить про вашу любовь к физике. Откуда, с чего она вдруг началась? Это довольно случайное такое
стечение обстоятельств привело меня вот к физике. Мечтал быть архитектором, потому что я в детстве, как мне говорили, я прекрасно рисовал. И поступал в художественное училище. Вернее, первоначально я сделал запрос в архитектурный институт, но там по каким-то причинам то ли общежития не было, то ли еще куда-то какие-то проблемы возникли. Но в основном там, по-моему, вот такие житейские проблемы возникли, потому что я воспитанник детского дома, и поддержки какой-то материальной не было. Ну, а у нас прекрасное было художественное училище, и так как я, как мне говорили, я хорошо рисовал, ну, все мы говорили, это тебе туда дорога. Ну, я не поступил, хотя были протекции такие возможные, но я отказался от всякой протекции. Ну и в конце концов директор детского дома говорит, ну вот у тебя вполне прилично, так сказать, с математикой и физикой. И я пошел туда. Вот без исходности, можно сказать, или просто стечение обстоятельств. И потом, даже когда учась в институте, я, вообще говоря, как-то не очень представлял себя вот именно в этой области. И только где-то на последних курсах я вдруг, можно сказать, повзрослел и, в общем-то, стал заниматься по-настоящему, стал отличником таким и, значит, остался в институте уже на преподавательской деятельности. Аспирантуру я окончал уже в Москве в Институте физической химии Академии наук, но дальше там защита, и как обычно у всех бывает. То есть я довольно случайно попал вот в эту область. Ну, не жалею, у меня конечно, получилось. Это очередное доказательство того, что все, что не делается, все к лучшему. Это так, и в то же время доказательство того, что миром правит случай. Случай. Да, потому что я еще, как говорится, моя педагогическая специальность – это теоретическая физика, а теоретик, знающий статистическую физику, смотрит на мир глазами случайности. Анатолий Иванович, ну, в конце хотелось бы все-таки услышать от вас пожелания для школьников и участникам и организаторам Олимпиад. Ну, вот две темы – школьникам и организаторам. Давайте школьникам и участникам, а потом, может быть, если хотите что-то сказать организаторам. Ну, школьникам, так сказать, пожелание очень простое. Вот Олимпиада – это очень такая удобная и правильная такая сфера деятельности, вернее, сфера приложения своих умений для поиска своего пути. Притом, вот именно я вспоминаю свою молодость. Вот если бы в мою молодость была такая сфера приложения наших умений, может быть, я и раньше бы ушел бы в математику или физику. А вот у ребят сейчас прекрасная возможность. А уже конкретно как олимпиадникам, которые хотят достичь каких-то ступеней довольно хороших, им надо осваивать не только физику, как, к примеру, вот именно наше направление, но обязательно математику, притом чуть ли не на первом месте сперва математика, обязательно информатика и очень внимательное отношение к физике, и именно решать надо сложные задачи. Когда вы готовитесь, надо решать сложные задачи. Вот это, и потом не бояться олимпиад. То есть считать, что вот как бы не является вот на олимпиаде цель там какой-то занять призовое место, а именно вот как бы проектировать свое участие на олимпиаде как вот такое очень интересное времяпрепровождение, и именно как бы для себя понимать, это мое или не мое, или мне где-то в другом себе месте попробовать. А организаторам тут очень много всяких таких пожеланий, даже не пожеланий, а это должен быть отдельный разговор
который заключается и... Но в основном мое пожелание было такое. Вот Олимпиада, она не должна быть такой вот, мы только проверяем ребят и только оцениваем. Она должна быть такой учебной Олимпиадой. Тем более вот ваша Олимпиада, которая не является всероссийской, как бы, да, это ваше прекрасное, так сказать, прекрасное мероприятие. И при том, кстати говоря, я вот сотрудничаю с Малой академией очень довольно так тесно. Я приезжаю сюда минимум 2 раза в год. И второй мой приезд посвящен проведению экспериментального тренинга вот как раз ребят, олимпиадников, именно как бы, ну, плохое слово натаскивание, обучение, так сказать, да, обучение именно экспериментальной физики. И я приезжаю на целую неделю, притом эта неделя проходит как? Я им читаю лекции по экспериментальной физике. Не просто какая-то в общем плане, а мы берем конкретные какие-то задачки, разбираем их очень внимательно, притом обсуждаем и физику, и экспериментальные какие-то моменты, а потом по заключению вот этих лекций мы из тех, там, скажем, примерно 20-30 задач мы с ними разобрали, притом я их заранее предупреждаю, что у них вот этот будет уже как бы их отчет в виде такой уже олимпиады, между собойчик такой, да? И я их предупреждаю, что будут эти же задачи, которые мы с ними разбирали. Мы выбираем самые интересные и самые красивые задачки, и они потом уже руками, так сказать, вот эти задачки решают. И вот это стиль проведения вот таких мероприятий именно учебный. И вот этот элемент надо как бы сохранить и для вот Олимпиады Туймаада. И мы, по всей видимости, с руководителем уже предварительно разговаривали. То есть будет примерно изменено как? Ребята заезжают, и у них есть там 1-2 дня такой установочной лекции, на которых одновременно мы понимаем, какая аудитория перед нами, и потом, может быть, чуть-чуть свои задания основные мы чуть-чуть подправим. Им это очень полезно. Теоретический тур прошел, опять какой-то перерывчик. Мы опять с ними работаем уже в области экспериментальной физики. Опять же, смотрим внимательно, что они умеют, что они не умеют. И потом уже их потом проверяем, насколько они усвоили этот материал. Вот тогда это будет все прекрасно. Да, мы поняли советы, я уверена, что организаторы услышали, тем более, что вы приезжаете к нам 2 раза в год и тесно сотрудничаете с нашей республикой. Спасибо вам большое, что пришли и ответили на наши вопросы. Спасибо. Спасибо. Я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. Всего доброго.